Геометрия, физика, химия, биология, география, история, русский язык и литература. В Абхазию поступила вторая партия учебников, на этот раз для учащихся 10-11 классов. Все книги соответствуют государственным образовательным стандартам Российской Федерации. Учебники уже распределяют по школам. Начали с Гагарского района. Я вот человек прошлого. В наше время учебники были, они дешевые, а сейчас это не каждый родитель может обеспечить. Нелегко им. Я очень думаю именно вот о родителей, которые вот действительно не могут обеспечить учебниками. И это такая помощь. Большое спасибо. Что я могу еще сказать? До этого какими учащиеся пользовались учебниками? У вас в библиотеке всегда хватает? Нет, не хватает. Они сами покупали учебники, а они сами знаете, по какой цене. По 1000 рублей и даже дороже. Учебники. Совпадают с программой вот этой учебники? Да, по программе. Учебники доставлены по договоренности Министерств просвещения Абхазии и России. Ранее в республику завезли более 160 тысяч книг для учащихся 1-7 классов. Несмотря на все сложности, и политические сложности, вы знаете, из-за ситуации сегодня на Украине, этот вопрос решался достаточно сложно, но мы все-таки смогли договориться и привести вторую партию в частичном объеме. Мы ждем дальше 8-9 класс. Я надеюсь, что дети с удовольствием будут заниматься по этим учебникам. Хочу подчеркнуть также, что когда мы привезли первую партию, у некоторых учителей возникали вопросы, вернее даже пожелания, чтобы дети покупали какие-то другие издания. Этого мы не разрешаем, категорически запрещаем. Все, что выдано, должно быть использовано. Никто не имеет права просить детей покупать что-то другое. По словам Инала Габлия, проект будет реализовываться и дальше. Если, ребенку по какой-то причине не хватило литературы, это значит, он, возможно, перешел из одной школы в другую. Мы исходили из контингента на данный момент, вот 1-7 класс, например, я говорю. Или это может быть тогда частично в Гагарском районе. Соответственно, этот пробел мы будем заполнять в будущем. И уже более 95% охвата – это большая победа. Я надеюсь, что будет много благодарственных слов от лица родителей в адрес руководства России, которое в первую очередь нас поддержало. И, конечно же, руководство Абхазии, которое в этом процессе нас во всех планах поддержало. В этом учебном году были переизданы абхазские учебники. Кроме того, планируются нововведения. Учебники абхазского языка – это 4-5 класс, 10-11, предмет Хазну Адуней, рабочая тетрадь, русскую литературу, вы видите, русскую речь. Это все, что мы издаем своими силами наших специалистов. И совсем скоро будет новый учебник для 3 класса. Для 2 класса мы уже внедрили, это будет уже следующий этап. Поэтому совершенно новая линейка, методический комплект с рабочими тетрадями, с мультфильмом. Поэтому я уверен, что это будет тоже такой инновацией для детей, изучающих абхазский язык. Министерство просвещения и языковой политики подчеркивает ответственность директоров школ за сохранность учебников, а также обращается к детям и родителям с просьбой помнить о бережном отношении к книгам. Ведь ими будут пользоваться следующие поколения школьников. Эсма Гуланзе, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение.